Пожароопасному сезону во все орудия с мая у всех ответственных структур объявлен режим ЧС. Насколько готовы службы к ликвидации пожаров этим летом? Международные отношения в регионе развиваются семимильными шагами. Помимо деловых встреч в Якутске сейчас проходит фестиваль японской культуры Мацури. А в Мирном завершился турнир по хоккею среди ветеранов на льду. Выясняли, кто лучшие спортсмены из нескольких районов республики. Чем запомнились спортивные баталии мэтров по хоккею с шайбой? Обо всем об этом и не только смотрите в этом выпуске. Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. Мы расскажем вам о главных событиях к этому часу. В Ленске из-за размыва взлетно-посадочной полосы аэропорта вчера были отменены все рейсы. Задержка продолжается, и сегодня вылетов также не будет. Отменены рейсы и с Якутска в Ленск. Возобновит ли работу аэропорт завтра, пока неизвестно. Мы будем следить за ситуацией и держать вас в курсе событий. После спада воды в Амгинском районе ведут подсчет нанесенного ущерба. Если частные дома и имущество пострадавших от паводка подлежат обязательной компенсации, то с предприятиями этот вопрос стоит более остро. В Амгинском филиале Якутлесресурс работает около 20 человек. Предприятие занимается заготовкой делового леса, пиломатериалов и дров, а также обеспечивает пожарную безопасность лесного хозяйства района. Вместе с водой уплыла часть материала. Это около 300 кубометров делового леса, 50 кубометров досок и пиломатериалов, а также дрова для отопления. От наводнения также сильно пострадала и сама пилорама. Электродвигатели и техника ушли под воду. Сейчас идет процесс просушки, но не факт, что все заработает в штатном режиме. А забора вовсе как и не было. Все смело стихией. Ущерб наша комиссия примерно посчитала на 1 677 000. К сожалению, из-за отсутствия перечня категорий предприятия в постановлении 297 правительства Республики Саха-Якутия нам, как объяснили, вроде мы не подпадаем на возмещение ущерба. То есть, на сегодняшний день мы надеемся только на свои силы и на свое головное предприятие Якутлесресурс. В любой чрезвычайной ситуации главное – слаженность действий всех структур. В Якутии пожароопасный сезон объявлен с 10 мая, а подготовка к борьбе с возможными бедствиями началась еще в последний месяц зимы. Так, в Алданском районе спасатели совместно с представителями природоохранных структур и главами поселений приступили к принятию мер еще в феврале-марте этого года. Тему продолжит Татьяна Вахнина. С 14 мая в Алданском районе объявлен пожароопасный сезон. Залогом благополучного исхода любой экстремальной ситуации является слаженная работа и согласованность действий. И в настоящее время все природоохранные и жизнеобеспечивающие структуры ведут подготовку к возможной борьбе с огненной стихией. Мы провели еще в марте-апреле проверки готовности населенных пунктов, реализацию полномочий органов местного самоуправления по вопросам защиты населенных пунктов от природных лесных пожаров. С главами поселений и руководителями жизнеобеспечивающих структур представители МЧС обсуждают вопросы, касающиеся организации тушения лесных пожаров в летний период. Также ведется работа с членами добровольных пожарных дружин. В целях повышения уровня готовности проводится анализ недочетов прошлых лет. Есть вопросы у нас сейчас по содержанию наружного противопожарного водоснабжения в селе Хатастыр. Там поставлены задачи органам местного самоуправления и коммунальным службам по восстановлению исправного состояния наружных сетей. Ежегодно причиной 30–40% лесных пожаров становится человеческий фактор. Сотрудники МЧС и представители природоохранных ведомств совместно с властями поселений ведут активную профилактическую работу с гражданами о правилах поведения на природе и об осторожном обращении с огнем. Разработаны у нас графики патрулирования мест отдыха граждан в выходные дни, в праздничные дни. При установлении уже сухой устойчивой погоды эти мероприятия нами будут проводиться, будут выезда на вот эти места отдыха с разъяснением населению основных требований, запрет разжигания костров. В прошлом году в Алданском районе было зарегистрировано 3 лесных пожара. Во всех случаях возгорание было повлечено электрическими разрядами молнии. По вине человека чрезвычайных ситуаций не происходило. Однако неосторожность в обращении с огнем и игнорирование запретов о разжигании костров имеет место. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Тем временем подходит к концу учебный год, и скоро выпускники московских вузов получат дипломы и вернутся обратно в Якутию. О том, куда они пойдут работать, шла речь в московском представительстве. Подробнее в материале Натальи Сазоновой. У рабочей группы по распределению выпускников 2018 года, обучающихся по целевому направлению, сейчас горячая пора. Необходимо трудоустроить почти 120 студентов-якутян, заканчивающих ведущие московские вузы. В этом году была сформирована рабочая группа из числа заказчиков, которым являются исполнительные органы государственной власти. И с целью выезда в Новосибирск, Санкт-Петербург и город, естественно, Москва, с целью встретиться с выпускниками, обговорить их дальнейшее трудоустройство, работу, условия труда, чтобы, конечно же, студенты уже сейчас понимали и знали, что их ждет, куда они должны вернуться. Постпред Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрий Куприянов и представители рабочей группы говорили о трудоустройстве каждого выпускника. Вот, допустим, Ваишев Алтан Русланович, да? Он заканчивает бизнес-информатику. У него заключен договор с Якутэнерго, и работать будет в Якутэнерго. В составе рабочей группы были заказчики целевой подготовки специалистов из республиканских министерств сельского хозяйства и продовольственной политики, здравоохранения, связи и информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. На данный день все студенты распределены. Была проведена большая работа предварительная с каждым министерством, по каждому выпускнику в отдельности, даже по тем, по которым, которые хотят продолжить обучение в магистратуре, которые собираются отслужить в армии. По ним мы тоже привезли рабочие места, и работа вот именно в городах на местах будет построена в виде формате собеседования. Если заказчик сочтет нужным направить студента на дальнейшее обучение в магистратуре или в аспирантуре, то это будет сделано путем заключения дополнительного договора. Итак, скоро дипломированные специалисты вернутся в республику и начнут работать на благо родного региона. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. В последнюю декаду мая в департаментах образования проходит распределение путевок в детские сады. В Алданском же районе очередность в дошкольные учреждения утратила былую остроту. Родители могут опасаться лишь того, что их чадо не попадет в определенный детский сад. Однако в любом случае ребенок без места не останется, и более подробно в следующем сюжете. В сентябре Ольга Банецкая вместе с сынишкой вступят в новый жизненный этап. Артемка пойдет в детский сад. Соответствующий документ, путевку в дошкольное учреждение, Ольга получила в департаменте образования в период ежегодного распределения в детские сады. Ну, отличная. Уже можно строить планы, уже скорректировать свое время. Тем более я пошла уже работать. Сегодня в очереди в дошкольные учреждения стоят более 400 алданцев. Самые маленькие очередники – новорожденные, старшим не исполнилось и 3 лет. Детей среднего и старшего дошкольного возраста в очереди нет. По мере необходимости в детские сады устраиваются все малыши. В этом году у нас 2 дошкольные группы набирает детский сад «Колобок». Это детей 2016-2015 года. Но вот 2016 год мы набрали. Мест в дошкольные учреждения хватает всем малышам. Вопрос очередности сегодня остро не стоит. В Алданском районе действуют 26 детских садов, 9 из которых городские. Очередность имеется в отдельно взятое учреждение. Порой желающих оказывается намного больше, чем садик может принять. Часть детей отправляется в другие детские сады. Самое главное, чтобы адаптация прошла успешно, не переживать самим родителям и не волноваться за вас, за своих малышей. Потому что в детском саду работают настоящие профессионалы, и они точно знают, что делать с малышами и что сделать для того, чтобы адаптация прошла легко, безболезненно, малыш пришел в детский сад как домой. Если в одном из городских учреждений всем желающим мест может не хватить, то в поселковых садиках ситуация обратная. Там не хватает воспитанников. Исключение составляет детсад Сардана, села Хатыстыр. Это единственное дошкольное учреждение, в которое существует очередь. Впрочем, с открытием нового здания Сарданы в декабре 2017-го эта проблема будет решена. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Фестиваль японской культуры Мацури сегодня стартовал в Якутске. Почетный гость мероприятия – консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки. Там сейчас проходят мастер-классы по каллиграфии, оригами, компоновке срезанных цветов в специальных сосудах. Представители консульства устроят презентацию и робототехники, в том числе собаки-робота Яибо. Желающие смогут получить информацию о туризме и достопримечательностях различных регионов Японии. Не останутся без внимания и рецепты японской кухни, и национальные игры.
Эта игра называется кендама, это японская традиционная игра. И суть ее в том заключается, чтобы поймать одной из сторон еще этот мяч. Типа, оп, оп. И, в общем, вы можете сделать так и так, чтобы она пошла сразу же. Она в первую очередь успокаивает, и для моторики рук очень хорошо, и вообще, да, вот. А в Мирном завершился турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов. На льду сошлись спортсмены из Мирного, Ленска, Айхала и Удачного. За спортивными баталиями следила Марфа Яковлева. На льду Дворца спорта «Кимберлит» ветераны хоккея Мирного, Ленска, Айхала и Удачного. Для каждого этот спорт не просто игра, а часть жизни. По-моему, в год меня на коньки. Коньки мне одели родители. Ну, хоккей – это все, это красивая мужская игра. Турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов проводят ежегодно. В этом году он приурочен к 65-летию бывшего президента республики Вячеслава Штырова. Игра проходит по правилам хоккея среди ветеранов, по регламентам ночной хоккейной лиги России. 3 периода по 15 минут. И, конечно же, волнение, как на соревнованиях большого уровня. Во время игры волнуются все, несмотря на большой опыт. Каждый из них еще в детстве впервые встал на коньки. Но уже с того момента у них любовь к хоккею. Хоккей такой вид спорта, который, наверное, если ты в него начал играть, хоккей, наверное, это действительно навсегда. Что приятно, люди в основном все работающие на производстве, и шахтеры, и водители, вот, и слесаря и так далее. То есть как бы занимаются в свободное от работы время хоккеем. Сейчас игроки говорят, хоккей с годами меняется. Неизменным остается одно – интерес к этому виду спорта. Бывших хоккеистов не бывает. Кто-то бросает, потом все равно возвращается. Ветераны своим примером доказывают, в хоккей можно играть в любом возрасте. Главное – здоровье и желание работать над собой. Марфа Яковлева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». На этом выпуск новостей подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.